Почти полгода миновало после получения первых ключей от новых домов в микрорайоне Кыскил, села Бяскёль. Самое страшное позади, зима пережита. Напомним, 7 августа прошлого года более 30 построек были уничтожены огнем. Продолжит Саргалан Неустроева. Сегодня это место выглядит совсем по-другому, но еще 7 месяцев назад на выжженной земле начали заново отстраивать целый микрорайон, в котором сгорело 30 домов и 8 хозяйственных построек. Ключи от первого дома вручили еще в начале октября, а уже сегодня это современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Самые главные сомнения вызывала эффективность строительства из МХМ-панелей. Несмотря на уверенность специалистов, многие попросту не могли принять тот факт, что дома можно построить так быстро. И главное, что в них можно будет пережить суровую якутскую зиму. Опасения, тем не менее, не оправдались. Зима пережита, в домах тепло. Очень хорошо дома. На старости лет даже ванная и туалет внутри появились. Перезимовали благополучно. И коровник тоже теплый оказался. Современный, не как раньше. Холодно ведь в минус 50 сено заносить. Тоже целое дело. А сейчас на мобильном песню включаю и, подпевая, работаю. Тот роковой день Диана Алексеевна до сих пор не может вспомнить без слез. По словам женщины, тогда она вышла получать пенсию, а когда уже вернулась, не было ничего. Все сгорело. Но жизнь продолжается, и новый дом уже понемногу обживается. Когда-то на участке семьи Жирковых помимо дома имелось и небольшое хозяйство. Кроличья ферма, огород, теплица, трактор и хатон. Все это сгорело за считанные минуты. И если постройки и трактор удалось возместить и восстановить, то хозяйство все еще предстоит. Тем не менее, следы трагедии 7 августа не исчезли бесследно. Бяскёль продолжает сталкиваться с последствиями пожара по сей день. У нас еще 35 охотничьих избушек, сайлыков и 4 жилых дома по дальневосточному гектару сгорели. По ним еще вопрос остается открытым. Уже по пожарному требованию минерализованная обустроенная полоса у нас составляет около 3 километров. И вот посчитали локальную смету, у нас получилось 6 миллионов 800 рублей. И наш бюджет муниципального образования, конечно, все эти деньги не потянет. Между тем, настроение у сельчан заметно улучшилось. На главной площади проходят народные гуляния. Дети ждут строительства новой современной школы и наслаждаются по-весеннему теплыми днями. Впереди у села остались главные испытания – не допустить паводка и, в первую очередь, очередного пожара. Саргалан Неустроева, Александра Хлопкова, Семен Семенов, Горный район.